Северная Осетия отметила юбилей основоположника остинской литературы Коста Ливановича Хитагурова. В родном селении поэта Нари состоялись праздничные мероприятия. Дом Коста много лет существует здесь как музей, все сохранено в первозданном виде. Кругом картины, которые писал Хитагуров, и стол, где из-под его пера рождались шедевры остинской драматургии. В праздновании дня рождения приняли участие многочисленные творческие коллективы Осетии, представители 5 северокавказских республик, гости из Абхазии и даже Ирана. Сегодня мы с моим старшим товарищем Леонидом Харитоновичем будем вместе с людьми снова и снова полоскаться в этом чистом роднике, который называется неиссякаемый родник творчества Коста. На сцене театра оперы и балета прошел концерт народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона совместно с академическим ансамблем песни и пляски внутренних войск России. Мероприятие прошло в рамках авторского проекта артиста «Отечество мое». Кобзон планирует выступить во всех субъектах Северного Кавказа. Эстрадный певец рассказал, что эта идея возникла уже давно. Я народный артист всех северокавказских республик, поэтому я обязан служить этим территориям, особенно, конечно, людям, которые живут на этих территориях. Смотреть на мир широко открытыми глазами. Во Владикавказе прошла научно-практическая конференция офтальмологов Южного федерального округа. Североостинские врачи в режиме онлайн наблюдали за операциями. По ту сторону экрана хирурги из Новороссийска, Астрахани, Самары, Казани и Екатеринбурга. В первый день семинара удалось провести сразу 5 сложных операций. В республике такие операции пока не проводились. В ближайшее время остинские офтальмологи намерены перенять опыт своих коллег. То есть научная новизна у нас находит практическую значимость. В клинике мы эти все нововведения имеем возможность тут же применять для лечения как оперативного, так и консервативного. Самый большой жилой комплекс для военных в Северной Осетии обрел своих постояльцев. 9 высотных зданий, 1 дом для тех офицеров, кто в республике остался жить навсегда. 835 квартир площадью от 40 до 100 квадратных метров с капитальным ремонтом теперь заселены. Благодаря новому комплексу служебным жильем теперь обеспечены все военнослужащие Северной Осетии. Всего это около 900 семей. У военного городка полностью автономное обслуживание, своя насосная станция, котельная и электроустановки. Сейчас заканчивается строительство детского сада, здесь же появится школа и торговый центр. Этим городком мы закрываем служебное жилье 100% офицеров прапорщиков гарнизона. Если брать по округу, то 80% гарнизонов обеспечены полностью служебным жильем. Ожидание присоединения Осетии к России и грядущие перемены. Эти темы стали ключевыми в картине Мурата Джусоева «Рудник». Кто-то полагал, что с изменениями придет благо, а кто-то боялся, что это конец. В фильме переплетены разные сюжетные линии. Съемки проходили в горах на высоте, где мешал ветер, холод и дождь. Роли сыграли актеры Остинского и Русского театра в Северной Осетии и Кабардино-Балкарского театра. Как говорят создатели кино, съемки фильма им доставили истинное удовольствие. С небольшим бюджетом постановщики и актеры добились того, чтобы картина заняла достойное место в остинской фильмографии. После презентации во Владикавказе фильм покажут в Схимвале, затем в Москве, а также в Стамбуле к юбилею остинской диаспоры в Турции. Несмотря на то, что мы постоянно почти болели из-за климатических условий, никто особо не жаловался. Все работали с энтузиазмом в каком-то таком энергетическом порыве в плане актеров, в плане операторства. Было легко. Была сложности были с антуражем, потому что у нас мало чего осталось. Той эпохи, я имею в виду строения какие-то, и даже то, что осталось, нам надо было постоянно избегать каких-то современных коммуникаций, проводов, крыш и так далее. 2 раза по 3-0. Именно так завершился первый тур чемпионата России по волейболу в зоне Юг. Владикавказский Рестон оказался сильнее ростовской команды Ростов-Волей. Столь убедительного старта могло и не быть вовсе, лишь в последний момент остинский клуб заявился для участия в первенстве. Проблемы с финансированием преследовали команду все межсезонье. Игроки и тренера готовились к худшему. Но усилиями президента волейбольного клуба Заура Бадова финансирование было найдено. Созданный в 1992 году, клуб продолжает свою историю. Ребята хотят играть, они хотят выступать.
Конечно же, все упирается, это финансовые вопросы, это, конечно, уже это руководство клуба должно решать, это руководство республики нам помогать должно. Если заинтересованы, чтобы в нашей республике республиканская команда была в нормальном состоянии, я думаю, руководство республики нам должно помогать.